Вы в первой статье регулирования страхования и страховой деятельности в части 3 пишете: если международным договором, вступившим в силу в соответствии с законодательством, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены данным законодательством, то применяется правило международного договора. Это как? Вы что, и Конституцию, и наши законы поставили намного ниже, чем международные договора? Это как такое вообще бывает? Согласно Конституции 6, именно статьи 6 Конституции нашей республики, Конституция имеет высшую юридическую силу и имеет прямое действие. А здесь вот, и что касается именно международных, то оно должно быть только после того, когда наши законы должны быть в соответствии с Конституцией, а не только с международным соглашением. Ольга Ахматкуловна, вы совершенно правы, мы доработаем этот пункт. Вот эту часть пишете? Мы доработаем этот пункт. Вы ее вообще должны исключить. Вот я вам мы приведем в соответствие. Приведем, потому что вопросы были по этому пункту. Были, правильно? Да, доработаем. Ну, потому что так не должно быть. Да, вопрос, как дальше, в части, статья 2. Взаимоотношения страховых организаций и государства. Здесь вы в части 5 пишете: за нарушение требований законодательства в области страхования наступает ответственность, предусмотренная законодательством Кыргызской Республики о правонарушении. А почему только правонарушение? Есть же еще и материальная сторона, как Гражданский кодекс. Это в гражданском порядке может быть что-то взысканное и так далее, и так далее. Почему именно только лишь о правонарушении? Ну, там есть, когда гражданские правовые отношения, они же все рассматриваются только в судебном порядке. А Нет, кодекс правильно. о правонарушениях предусматривает конкретную ответственность именно в части ответственности за нарушение в области страхования. Когда материального плана, это же все равно вокруг финансов это происходит, правильно? Вы же заключаете соглашение на страхование определенного там объекта на такую-то сумму. И когда возникает там неисполнение этих соглашений, страховых договоров, то не всегда же его нужно только штрафовать, надо же еще и взыскать. Материальная ответственность, она тоже в Гражданском кодексе предусматривается. А вы сделали ограничение, что только лишь кодекс, значит, законодательство о правонарушениях. Вот здесь вот вам надо поработать и дописать, потому что ответственность... Ахматкуловна, будет хорошо, если вы нам предложение четко сформируете, мы его обязательно учтем. Ну, я вам сейчас вот уже четко это все и прописала. Хорошо, мы согласно стенограмме рассмотрим ваше замечание. А потом вот в 3 статье понятийно очень много, вот знаете, вы такие слова вводите, да? Актуарий. Ну, Гуля Ахматкуловна, я извиняюсь, актуарий это... Райдеры, это международные названия. Да. Я это все прекрасно, Бардера и так далее. Это, знаете, они не всегда понятны нашим гражданам. Мы закон пишем для кого? Не, ну там, когда договор составляется, там обязательно идет разъяснение. Да, но они у вас понятия-то разные. Я не поленилась, я посмотрела в Википедии. Например, актуарий. Вы пишете, это физическое лицо, осуществляющее актуарную деятельность. Мои коллеги даже этих слов даже не знают. Актуарная деятельность – это оценка страховых рисков, и актуарий – это как раз оценщик. Подождите, я договорю. Но в понятийном там пишется, что это род занятий, а не физическое лицо. И вот многие вещи не соответствуют. Вы столько будете, вот, underwriter, вот даже вот мои коллеги не знают таких слов. А вы знаете, да, underwriter? Да, что это такое? Но каждая отрасль, она подразумевает под собой специфические какие-то термины. Ну, я думаю, оно предусматривает вообще, вы пишете, это специалист страховой, как говорится, организация. А вообще он пишется, грубо говоря, страховщик, да? Страховщик-гарант. Можно же вот писать именно те названия, чтобы наши граждане могли четко понимать эти вещи. Мы стилистически поработаем обязательно. Многие, они даже не соответствуют. Спасибо. Да. Может быть, действительно, мы с точки зрения экономики, может быть, да, увлеклись. Немножко, да. Может быть. Мы забываем, для кого мы пишем законы. Ну, как-то вот, Ну, вот здесь уже хорошо. Мы гармонизацию делаем, Гуля Ахматкуловна. У нас есть обязательства по гармонизации понятий. Ну, вы же знаете, что такое франшиза, да? А в вашем понятии франшиза, оно совершенно другое, в отличие от международного понятия. Поэтому я говорю, таких моментов очень много. И вопрос,
4 статья. Страхование, страховая деятельность. Часть 2. Вы пишете обязанность в случае наступления неизвестного события. Это что за неизвестное событие у нас может быть? Ну, это могут быть стихийные бедствия. Это Да. может быть пожар, это может быть замыкание. В Гражданском кодексе, в законах вообще они и прописаны, что такое стихийное бедствие и так далее. Они по-другому Хорошо. называются. Слово «неизвестные события» не пишут на юридическом Мы языке. уточнение обязательно сделаем. Много вот таких моментов, да, не только в стилистическом, да, и вот даже вот хотя бы отрасли, формы, виды страхования. Но мы должны четко прописать. Вот здесь вы пишете добровольно обязательные формы. Ну, пропишите их нормально. Отдельная статья, что такое добровольное страхование, отдельная статья, что такое обязательное страхование. Вы все в одну влили, да, но вот гражданин, который будет подписывать соглашение, вы вот таким законом отпугиваете своих клиентов. Когда человек не понимает, он и не напишет, и не подпишет ни одно соглашение. Мы должны учитывать, что законы пишутся для наших граждан. Еще раз хочу сказать, они не специалисты в этих специфических названиях. Ну, согласно закону... Учитывайте технику исполнения и написания Хорошо. закона и цель для чего. Но закон, он как бы основа. Я думаю, надеюсь, договора у нас будут более понятным языком написанным. Обязательно это отработаем и сделаем какой-то драфт специально для страховых компаний, чтобы это была такая общепринятая норма, простая для доступного, понимаю, так конечно, скажем, что вы понимания. торопитесь, но дело в том, что это все-таки закон, который будет обязательно действовать для наших граждан. Джанар, я понимаю, что все устали. Ну, для меня, например, очень важно, чтобы он на самом деле работал. Не, мы согласны. Мы отпугиваем, говорю, что Согласна. никто, ни один вот клиент, наш гражданин, почитав это, он не поймет, он не придет. Ну, гражданину нужно читать договор, который он подписывает, я думаю, и там вы же будет... будете на основании этого да, закона там подписывать, нормы, я и говорю, мы сделаем драфт определенный. Вот у нас сидит ассоциация страховщиков. Надеюсь, недопонимания между страховой компанией и страхователем не будет. Я надеюсь. Я тоже. Я надеюсь, если вы четко пропишете, как оно должно соответствовать именно технике написания закона. Рахматуллах рахмат.